В эфире программа «События недели» и я, журналист Белла Кварчия. Здравствуйте. Коротко расскажем о главном на этой неделе. Президент Абхазии Рауль Хаджимба провел совещание по вопросам здравоохранения. Глава государства отметил большое число нареканий со стороны граждан в адрес медицинских учреждений страны. Рауль Хаджимба поручил Генеральной прокуратуре и Министерству внутренних дел провести полную проверку. Это касается всех средств, направленных на приобретение лекарственных препаратов, расходных материалов, того, каким образом была организована эта работа и как они были распределены. Также президент поручил Кабинету министров обеспечить разработку и утверждение подзаконных актов, необходимых для реализации закона о здравоохранении. В Москве открылось официальное представительство Приднестровской Молдавской Республики. На торжественной церемонии присутствовал президент Приднестровья Вадим Красносельский. В мероприятии приняли участие российские и приднестровские политики, парламентарии и общественные деятели. По приглашению президента Приднестровья на церемонии присутствовал посол Абхазии в России Игорь Ахпа. Посол передал поздравления президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба в связи с началом работы представительства. Осенне-зимняя путина 2018-2019 годов была открыта 24 декабря, а первый выход в море рыболовецких кораблей состоялся 27 декабря. О том, как идет промысел у берегов Абхазии, расскажет Алика Трапш. Миграция хамсы к берегам Абхазии приходится с декабря по март. И каждый год во время путины в абхазской акватории Черного моря стоят иностранные рыболовецкие суда, которые нанимаются местными владельцами рыбоперерабатывающих комбинатов. В этом году в хамсовой путине участвуют 42 рыбопромысловых судна, из которых 17 рыболовецкие сейнеры, 25 грузоперевозчики. В ходе рейда было осмотрено 2 турецких морских судна, 1 рыболовецкое и 1 грузоперевозчик. Досмотровая группа проверила документы у капитанов и команды на право рыболовства, на судно и на орудия лова. По результатам осмотра нарушений не выявлено. Основная задача – посмотреть, как идет лов, посмотреть, как записывается промысловый журнал. Выпустил сеть, надо фиксировать по времени и записывать добытую рыбу, объем. В результате нашей проверки не выявлены нарушения. Они придерживаются тем правилам, которые предписаны им нашим законодательством. По данным Госкомитета по экологии и охране природы, в абхазскую акваторию Черного моря заходит около 130 тысяч тонн хамсы. Согласно постановлению Кабинета министров республики, общий допустимый улов хамсы у берегов Абхазии в осенне-зимнюю путину 2018-2019 годов составляет 27 тысяч тонн. На сегодняшний день хамсы у берегов Абхазии выловлено 11 тысяч тонн. Экологи внимательно наблюдают не только за путиной, но и за методами лова рыбы. С 2003 года наложен запрет на лов донным тралом. Разрешен только кошельковый трал. На методы лова рыбы у экологов также нет нареканий. Для меня была основная задача посмотреть, как добывается кошельковым неводом рыба и какие посторонние рыбы могут быть. А посторонние рыбы там просто по определению быть не может, потому что кошельковый невод – это орудие лова, приспособленное для лова хамсы. Когда поднимался невод и когда перегружался ее в транспортный корабль, была только хамса, как вы это обнаружили. Хочу успокоить местное наше население, наши граждане, чтобы они знали, вот эти турецкие сейнера, зафрахтованные местными рыбопромышленниками, они занимаются исключительно ловом хамсы для дальнейшей переработки на заводах. Все корабли, осуществляющие рыбную ловлю, должны находиться не ближе 500 метров от берега. Кроме того, им запрещено ловить рыбу на местах впадения крупных рек в море. Однако некоторые суда пренебрегают этим правилом. К примеру, несколько дней назад турецкий грузоперевозчик был замечен в запретных для рыболовства зонах. Российские пограничники составили протокол о нарушении и передали абхазским экологам, которые в свою очередь вынесут решение о штрафных санкциях. При этом, как заверяют экологи, со злостными нарушителями меры наказания будут ужесточены, вплоть до запрещения лова у берегов Абхазии. В этом году мы приняли более жесткие меры. По результатам проверок, осуществленных российскими пограничниками, нам были представлены протоколы, по которым мы однозначно 2 корабля будем ставить на прикол, отстранив от промысла. А 1 корабль, наверное, мы отправим все-таки домой в Турцию. Вот
такие вот меры мы будем принимать. Рейдовые мероприятия в период Хомсовой-Путины у берегов Абхазии проводятся с периодичностью раз в неделю и будут длиться до марта, после чего будут подведены итоги. Аля Катрапш, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. Вопросы оформления и выдачи паспортов гражданина Республики Абхазия нового образца обсудили на совещании в Кабинете министров. Как отметил начальник паспортного управления МВД Эдуард Монарги, на сегодняшний день принято 120 400 заявлений на получение общегражданского паспорта. Из них уже выдано 98 тысяч, 8 800 паспортов готовы к выдаче, 11 тысяч пока в обработке. Участники совещания обсудили возможность упрощения процесса оформления заявок и выдачи готовых паспортов. Вице-премьер Астамур Кецба отметил, что обмен паспортов в общем проходит организованно, но есть некоторые промежуточные сбои в отлаженном процессе. Детали реализации соглашения о сотрудничестве в области организации страхования граждан России, постоянно проживающих на территории Абхазии, были обсуждены на рабочей встрече министра здравоохранения Тамаза Цахнакия с делегацией Федерального фонда обязательного медстрахования России во главе с заместителем председателя фонда Юрием Нечапаренко. Участники отметили, что необходимо активизировать процесс выдачи полисов ОМС, а также в режиме реального времени отработать все детали процесса оказания медицинской помощи по полисам в медучреждениях России. По последним данным, на конец 2018 года зарегистрировано 43 858 застрахованных граждан. Из них 37 120 человек уже имеют полисы ОМС. Вопросы взаимодействия Министерств сельского хозяйства Абхазии и России были темой рабочих встреч в Москве министра отрасли Амирана Какалия со своим российским коллегой Дмитрием Патрушевым. Обсуждались методы борьбы с насекомыми-вредителями, а также вопросы об упрощении перевозок сельхозтоваров через границу. А именно создание фитосанитарных пунктов на территории республики, где специалисты из России будут проводить проверки грузовых машин с экспортируемой сельскохозяйственной продукцией до прибытия на КПП ПСОУ. Специалисты Российской Федерации будут находиться здесь, чтобы машины, грузоперевозочные компании, и наши машины, фуры так называемые, чтобы не стояли там на границе. Это будет соответствующий механизм. Этим занимается сейчас республиканское унитарное предприятие «Абхазпродэкспорт». Этот вопрос в случае положительного разрешения даст стимул более такой легкий проезд через границу. 24 января во дворе Министерства по репатриации состоялось открытие памятника видному военному и общественному деятелю Сирийской Арабской Республики, нашему знаменитому соотечественнику генералу Уалиду Маршан. В торжественной церемонии принял участие президент Рауль Хаджимба. Выступавшие на митинге, посвященном открытию памятника, отмечали неоценимый вклад Уалида Маршан в укрепление дружеских связей между Сирией, Абхазией и Россией. Мужественность, честность, любовь к родине и беззаветное служение ей всегда были для Уалида Маршан смыслом жизни. Уалид Маршан абаза хаджлар гуалашараджа данхойд сджинч забсадгил апсна алахенза хяс ктухас измаз уи ахакутри ахепсымры ирзукпоз цей наганы аяша айкурхара яштаз патриот дуна Сирия Араб Республика афярте энтагулоз аамтакурз Уалид хацрак амца дейбашван агрессорца дырчагыланы. Айбашра ашорамца уи далагылахян дышкопшыз. Яра илшам такой и пыфи хасабр зуны. Инабы янырцахян Сирия афярта дырат усбарта анапхгави и хатыпуира. На митинге выступил чрезвычайный полномочный посол России в Абхазии Алексей Двинянин, который также отметил весомый вклад Уалида Маршан в борьбу сирийского народа с терроризмом. После торжественного митинга состоялась церемония возложения цветов. С 10 января на государственной границе Абхазии с Грузией действует режим ограничения, введенный службой госбезопасности республики в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией на территории Грузии. О том, как действует режим ограничения и как его восприняли жители Галского района, в репортаже Налы Ковы.
Служба государственной безопасности Абхазии на 2 месяца ввела ограничения на пересечение государственной границы с Грузией. С 11 января с 7 утра до 7 вечера на границе дежурит бригада галских врачей. Все граждане, пересекающие госграницу, проходят визуальный осмотр. При первом подозрении на наличие опасного вируса жители района направляются в ЦРБ города Гал. За 2 недели заболевших гриппом выявлено не было. Флюорография грудной клетки. Проводим рентгенограмму, делаем тех, которые пересекают границу Абхазии. За это время с 11 числа у меня прошло 320 человек. Каждый день меньше и меньше народа. Первый день было 120, потом 98, потом 74, 24, вчера вообще 20. Документ показали, пропустили без проблем. Жители города Гал недовольны временными ограничениями на свободное пересечение границы с Грузией. Их волнует вопрос выдачи вида на жительство. В среду 23 января около 30 жителей Гала вышли к зданию районной администрации. С ними встретился глава Галского района Тимур Надарая. Глава администрации объяснил, что граница закрыта, чтобы жители Абхазии не заболели свиным гриппом, который был выявлен в Грузии. Границу откроют в марте. По словам Надарая, жителей также волновал вопрос получения вида на жительство Абхазии. Им объяснили, что при условии соблюдения норм действующего законодательства ни у кого не возникает проблем с получением этого документа. Молодые люди также спрашивали о том, когда они получат абхазский паспорт. Как пояснил глава администрации Галского района, чтобы получить паспорт, нужно получить абхазское гражданство, для чего сначала нужно отказаться от грузинского. Сегодня жителям Галского района выдают вид на жительство. По информации Галского паспортного отдела паспортного управления МВД Республики, в настоящее время отмечается низкая посещаемость паспортного отдела. На сегодняшний день 12 113 жителей района подали заявление на получение вида на жительство. 5029 человек уже получили этот документ. В обработке 6720 заявлений. Что касается выдачи паспортов, всего по Галскому району подано 629 заявлений на получение общегражданского паспорта гражданина Республики Абхазия. Выдано 337 паспортов, в обработке находится 272. Готовы к выдаче 20 паспортов. С 1 января вступило в силу постановление Кабинета министров о выдаче и продлении документа, удостоверяющего личность, форма номер 9. Данная форма предназначена для пересечения государственной границы по реке Ингур жителями Галского района. На Алакове Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. Как было сказано в сюжете, в администрации Галского района жителями Гала, недовольными введением режима ограничения на переход границы через Ингур, встретился глава Галского района Тимур Надарая. О том, как прошла встреча и насколько убедили жителей аргументы власти о необходимости подобной меры, в интервью Тимура Надарая. Глава Галского района также прокомментировал ход выдачи паспортов гражданина Абхазии нового образца и вида на жительство для населения района. Митинг, который провели жители Галского района, Гала, перед зданием администрации. Вот как в дальнейшем развивались события, о чем договорились в итоге? Мероприятие, начинавшееся как митинг, закончилось как встреча главы администрации с общественностью. И это правильно. Я благодарю людей, которые были готовы нас выслушать, услышать наши объяснения. Но ситуация была вызвана в первую очередь это закрытием границы на карантин. Всем понятно, конечно, это создает неудобства для многих, которые привыкли переходить границу беспрепятственно в Грузию и обратно. Абхазское государство, абхазские власти работают в интересах большинства людей. Наша задача по возможности оберегать людей, и решение главного санитарного врача введение карантина было вызвано не тем, чтобы устроить трудности населению Галского района, а наоборот защитить это население и все население Абхазии от того, чтобы сюда не пришла эта инфекция, этот грипп, который опасен для здоровья, особенно детей, стариков и больных людей. Какие вопросы были подняты на встрече? Были вопросы характера того, что многие говорят, что мы не знали, что 1 января прекращается действие паспорта старого образца. Но, к сожалению, как вы знаете, галское население – это одна из проблем, которую надо будет решать государству. Сегодня находится в информационном пространстве Грузии, хотя подавляющее большинство слышало, что будут меняться паспорта, есть указ президента с 1 января.
Как вы знаете, по данным МВД, больше 110 тысяч человек на территории Абхазии уже обменяли паспорта. В Кальском районе этот процесс также идет. Многие из-за того, что у них есть гражданство Республики Грузия, не могут получить гражданство Абхазии в соответствии с законодательством Республики Абхазия, с законом о гражданстве. И мы сегодня считаем, что за последние 3-4 года одним из наших успехов является то, что мы смогли остановить распространение юрисдикции Грузию на территорию Абхазии, которая шла именно через гальских граждан, которые, являясь гражданами Грузии, одновременно принимали участие во всех политических событиях, которые происходили в Абхазии, что недопустимо в соответствии с законом Республики Абхазия о гражданстве. Новые законы, которые приняты были парламентом Республики Абхазия, регулируют статус иностранных граждан на территории Республики Абхазии. В соответствии с этим жители Гальского района, имеющие гражданство Грузии или другого иностранного государства, кроме Российской Федерации, получают вид на жительство. Хочу сказать, что сам статус этого вида на жительство очень высокий. Он позволяет жителям Гальского района иметь почти все права, которые имеют граждане Абхазии, кроме права участвовать в избирательной системе и право голоса на политических мероприятиях, выборах президента или парламента Республики Абхазия, потому что это соответствует нашим законам. И многие говорили о том, что да, мы это слышали, что паспорта будут не действовать с 1 января, но нам в то же время многие говорили о том, что этот паспорт старого образца будет продлен, и что все это неправда и так далее. К сожалению, у нас есть люди, граждане, которые вот некоторые проблемы, которые есть в связи с паспортизацией, хотят использовать в своих политических целях. Я думаю, что в Абхазии все-таки мы все должны понять, что использование вопроса гальского, вопроса в политических целях всегда пагубно влияет на нас, на нашу государственность. И Гал – это пока ахиллесова пята Абхазии, и мы должны четко соблюдать все наши законы и интересы государства, иметь государственные подходы, государственное мышление на многие годы, понимая, что мы не можем подвергать ревизии итогов войны, выдавая гражданам другого государства, которые проживают у нас, гражданство Абхазии. Тем более государство, которое мы находимся еще в состоянии войны, и у нас нет мирного договора. Как вы прокомментируете тот факт, о котором сказали в паспортно-визовой службе Гальского района, что процесс выдачи вида на жительство идет медленными темпами? Вчера я на собрании говорил людям, которые пришли, вот этот вопрос, эти вопросы, эти проблемы мы принимаем. Абсолютно верно было сказано, что не теми темпами идет процесс выдачи вида на жительство. Это было обусловлено тем, что в законе была прописана норма, по которой родившимся на территории Гальского района Абхазской ССР и прожившим более 10 лет, с 1999 года, выдавался вид на жительство. Но вы же прекрасно помним, когда говорили о том, что Грузия проводила всегда политику ассимиляции на территории Абхазии, перенаселяя сюда Абхазию. И так в Абхазию очень много людей из глубин Грузии. Да? И так оказалось, что у нас каждый, чуть ли не 4-й житель Гальского района не родился на территории Гальского района Абхазской ССР. Они родились в других районах, областях Грузии и Советского Союза. И в свое время там в 85-м, 79-м переехали жить в Гальский район. Но, слава Богу, парламент 28 декабря принял поправку, которая позволяет этим людям получить уже вид на жительство. Вот основная задержка была связана с этим. Теперь только закончились каникулы новогодние, и мы, естественно, будем
многие документы набраны, остается просто их распечатать и начать выдачу. Таких у нас около 4000, которые в ближайшее время получат вид на жительство. А также те, которые люди, есть проблемы, конечно, с проверками, с некоторыми задержками, которые происходят в СГБ, когда делают запросы. У них своя процедура, и в МВД есть. Но я думаю, что эти все вопросы будут сниматься в ближайшее время, потому что найдены пути их решения. И паспортизация и выдача вида на жительство в Гальском районе будет продолжаться на хорошем уровне. Скажите, пожалуйста, вот ограничение на переход границы продлится именно до того срока, о котором было сказано раньше, или возможен пересмотр? Нет, не обязательно. Я как раз вчера встречался с главным санитарным врачом, и она сказала, что все будет зависеть от ситуации. Сейчас в Грузии по сообщениям СМИ, мы в основном ориентируемся на этом, идет некоторый спад. Возможно, что в ближайшее время режим карантина будет на границе изменен в пользу упрощения перехода. И это абсолютно нормально. Это все зависит от того, как главный санитарный врач отреагирует и отреагируют остальные службы, которые могут сказать нам, какой уровень опасности исходит от этого заболевания со стороны Грузии. Могли бы вы прокомментировать оценку ситуации нашего уполномоченного по правам человека? Вот что вы думаете о нем, насколько он вам кажется верным? Не хочу выступать оппонентом уполномоченного, но просто скажу, что, может быть, за недостаточность информации, да, первые 2 дня была проблема такая, что некоторые студенты, которые были здесь на каникулах у своих родителей, учатся в Грузии не смогли перейти границу, но их проблема уже решается, уже многие перешли, и такая проблема фактически на сегодняшний день уже снята. У нас была проблема со студентами, это связано с тем, что нам было трудно понять, это студент, не студент. У них многих не было справки, что они студенты, и потом как-то этот вопрос решался, и людям давали право переходить границу в сторону Грузии. Проблема решается людей, которые больные, которым нельзя оказать медицинскую помощь на территории Абхазии, то есть у нас нет такого, скажем, уровня медицинской помощи, хотя впереди они переходят. Люди больные онкологией, люди больные ВИЧ и больные гепатитами, они при предоставлении справок переходят. Как вообще проходит процедура осмотра людей, которые переходят границу, да? Скажите, пожалуйста, были ли отказы полностью людей, или же просто люди знали и уже сами не переходили границу? Ну, вы знаете, мне трудно это комментировать, но насколько я владею информацией, многие люди не переходили сами, даже если знали, что они не больны, потому что боялись, что их обратно могут не пропустить. А некоторым людям, которые могли сюда перейти по визе, была виза, да, им отказывали в переходе границы, когда из них подозревали кашель, температуру или какие-то другие признаки. Это обычная врачебная практика в их компетенции, и они, я думаю, что хорошо справляются со своими обязанностями. Там на самом деле находятся наши медицинские работники. Основная, главная нагрузка взяла на себя Гальская районная больница, главврач Шоня Георгий Аполлонович, и всему коллективу Гальской районной больницы хочу выразить огромную благодарность, потому что там нелегко работать зимой, там продувается возле реки 12 врачей и 12 медсестер посменно, 8 водителей скорой помощи, другие техники, которые находятся там, служба тыла, которая занимается вот этим всем, им огромная благодарность. Им пока никто ничего за эту работу не доплачивал, они рискуют своими жизнями и стоят для того, чтобы каждому, который переходит,
дать градусник, померить температуру, посмотреть, он кашляет или нет. Там стоит рентгенаппарат и делают флюорографию в случае необходимости. Так что очень серьезный подход к этому мероприятию. Из-за этого так как когда большой переход невозможно, всех этих людей очень... За это было ограничение введено на переход. Но тем, кому положено, там сотрудники Ингургес, люди, которые домой возвращаются к себе, их всех проверяют и там проводят огромную работу. И хочу выразить им огромную благодарность за их труд. А больных людей, наших жителей и наших граждан, мы всех запускаем. Больные они или нет. Если они больные, мы подозреваем, естественно, идет госпитализация. Если человека просто обнаружили небольшую температуру, и ведется его учет, записывается в журнал. Если он житель Гагры, Ачимчиры, сообщается главным врачам этих районов. Понимаете, я понимаю ваш интерес, потому что вот за 20 лет впервые на такой длительный срок фактически не закрыта, граница не закрыта. Вот ее режим, так скажем, жесткий режим, да, он с такими большими ограничениями. Последние 20 лет никогда не принимали такие меры на государственных границах. И, конечно, не всегда сталкивались с такими событиями. Сейчас мы отреагировали, говорят, береженного и Бог бережет. И мы решили предпринять профилактические меры. И я думаю, что если не будет необходимости, то режим будет изменен полностью в сторону упрощения перехода границ. Спасибо. Режим ограничения на границе с Грузией и ход паспортизации в Галском районе были в центре внимания на этой неделе. Кроме того, всех нас не оставили равнодушными события, происходящие сейчас в Венесуэле, одной из стран, признавших независимость Абхазии. Эти события оценит наш гость в студии, депутат Народного собрания парламента Абхазии Леонид Чамагуа. Мы также поговорим о важном для Абхазии будущем событии – выборах президента страны. Депутат поделится своим мнением о том, насколько активно идет сегодня формирование политических сил и что требуется от общества, чтобы это событие прошло без чрезмерного накала политических страстей. Здравствуйте, Леонид Михайлович. Добрый день. Леонид Михайлович, я хотела, чтобы вы прокомментировали ситуацию по переходу границы. Как вам реакция наших властей? На мой взгляд, то, что происходит сегодня на границе с Грузией в Галском районе Республики Абхазия, адекватные меры по ситуации, которая, в общем, сегодня складывается в Грузии и в ряде стран. Если вы обратили внимание на протяжении нескольких дней в течение прошлой недели, по средствам массовой информации Российской Федерации показывали выступления ведущих специалистов, в том числе по эпидемиологической ситуации. И они неоднократно заявляли, что в ряде стран, включая сопредельное с нами государство, эта ситуация усложнилась в связи с появлением вируса, который несет угрозу жизни человека. И мне кажется, в данной ситуации все действия, предпринятые нашим государством, были и адекватные, и своевременные. Более того, там на границе, насколько я знаю, появилась еще и спецмашина, оборудование необходимыми техническими средствами для того, чтобы провести какие-то медицинские анализы и установить, человек, переходящий государственную границу, является носителем какого-то вируса или нет. И это не закрытие границы, это меры ограничительные. То есть, если люди нуждаются в срочном медицинском обслуживании, не секрет, что есть наши и граждане, и жители Республики Абхазия, которые лечатся и периодически выезжают в Грузию для проведения медицинского обследования и соответствующих мероприятий, то на них эти ограничительные меры не распространяются. Более того, мы знаем, что и сотрудники Ингургес регулярно пересекают границу, то есть рассматривать это как закрытие границы не стоит ни в коей мере. Тем не менее, в пятницу представители международных организаций, которые находятся здесь в Абхазии, встречались с министром иностранных дел Дауром Кове и дали свою оценку этому ограничению на переход границы. В частности, попросили
снять ограничения, потому что это затрагивает, я скажу, уязвимую часть населения Галского района. Вот что вы думаете об этом? Ну, я думаю, что ни в коей мере не стоит противопоставлять жителей Гальского района всему остальному населению Республики Абхазии. И мы все очень хотим, чтобы в Гальском районе ситуация улучшалась ежегодно. И думаю, нету тут людей, которые против этого. Но дело в том, если эпидемия будет распространяться, да, через жителей Гальского района и пострадает все остальное население Республики Абхазия, что в этом хорошего? У меня есть основания предполагать, что здесь чаще всего все-таки на первое место выходит политический аспект. Я коротко скажу, если вы мне позволите. Вот Томас Хаммерберг как-то приезжал в Абхазию, человек, который занимается правами человека, и мы несколько лет тому назад в том созыве встречались с ним, со мной были коллеги, и вот мои коллеги, я в том числе, задавали вопрос, а вот как быть с правами населения абхазского, да, граждан Абхазии, которые лишены возможности выезжать куда-то, лишены лечиться, возможности за пределами Абхазии, в той же Западной Европе, детские коллективы и так далее. Он нам просто ответил: у меня, говорит, сейчас такая задача не стоит, я получил заказ, то есть он проводит исследования по состоянию дел в Гальском районе. И я еще в свое время, работая в Министерстве соцобеспечения, многие годы, да, сталкивался с этой ситуацией, когда они приезжали в Гудаут, мы просили там отремонтировать крыши там и так далее. Не могу сказать, что они категорически отказывались оказать помощь, но это была мизерная помощь по сравнению с тем, что оказывалось именно Гальскому району. И вот это регулярное противопоставление жителей Гала остальной территории Абхазии, это не совсем верно. Делать на этом политику не стоит. Это на самом деле только ухудшит положение этих граждан. Мы прекрасно понимаем, сколько там проблем. И мы понимаем, что эти проблемы в целом связаны с ситуацией внутри Абхазии. Но у меня вопрос возникает. Вот мы общаемся с представителями международных организаций, да? То есть для развития Абхазии, мы не говорим о признании, для развития Абхазии они не делают ничего, но при этом часто говорят о правах человека. Такое иезуитское лукавство. Вот вопрос заключается в том, а что люди с низким уровнем жизни, люди, люди, проживающие в стране, где разрушена экономика, да, там что лучше права человека будут соблюдаться. На мой взгляд, это вещи прямо связанные друг с другом. Если чем выше уровень жизни, чем выше благосостояние людей, тем больше возможностей соблюдать эти права. Но когда к нам приезжают люди из западных стран, из правозащитных организаций с Запада, и начинаешь поднимать этот вопрос, они сразу говорят: это не наша тема. Это очень удобный вообще диалог в этом плане развивать, что вот мы не за это, а вот за другое, да. Поэтому здесь все стоит как-то делить пополам и стараться немного смотреть на эти вещи вот, нашим взглядом, но не ихним. Ну, свою оценку этой ситуации дала и наш омбудсмен Асида Шакрыл. Она высказала свою точку зрения по этому поводу. Могли бы вы ее прокомментировать? Я, честно говоря, не знаком с ее точкой зрения, просто не имел возможности и не зачитывал. Она человек ответственный, переживает за наше население. Думаю, что в ее точке зрения отражаются те вопросы, которые возникают у этого населения. Они связаны, наверное, и с выдачей документов и так далее. Об этом не раз уже говорилось. И тут, я думаю, лучше двигаться в таком направлении, когда возникают вопросы, да, выдачи документа, связанного с видом на жительство. Если возникают конкретные проблемы у конкретных людей, ну, тогда и омбудсмен по правам человека должен подключаться, и все соответствующие, и имеющиеся у нас государственные органы. Поэтому я сейчас комментировать то, чего не слышал и не видел, не могу. Но, в общем, я считаю, что у нас там достаточно проблем, на самом деле, связанных с тем, что население это до сих пор полностью не обеспечено соответствующими документами. И вот в этом направлении нам надо двигаться. Я не сторонник и не согласен с теми, кто говорит, что надо выдавать им абхазские паспорта и так далее. Стоит ознакомиться с документом. У нас есть закон о гражданстве, да, он не предполагает двойное гражданство с Грузией. Если кто-то хочет вынести эту инициативу, пусть выносят.
можно ее обсуждать. Но по тому закону, который у нас есть, люди, имеющие грузинское гражданство, не могут получить паспорта граждан Абхазии. Но мы имеем возможность и должны, конечно, обеспечить их соответствующими документами, видом на жительство, чтобы они могли полностью пользоваться правами жителя Гальского района. Я поняла вашу точку зрения. Хотелось бы сейчас немножко поменять тему, потому что на этой неделе происходили разные события, в том числе вот прошло такое известие из Венесуэлы о фактическом перевороте, который там произошел в государственной власти. Как вы оценили бы то, как это может повлиять на нашу страну, потому что это дружественная страна по отношению к Абхазии и одна из тех стран, которая ее признала? Ну, конечно, если в Венесуэле произойдет окончательная смена власти, и к власти придут те, кого сегодня поддерживают Соединенные Штаты Америки, возможен отзыв признания Республики Абхазии как независимого государства. Это такой самый конкретный и видимый факт. Но надеемся, что этого не произойдет. Второе, вот исходя из того, что мы сегодня видим и слышим посредством массовой информации, это российские в основном новостные каналы и Евроньюз, которые мы имеем возможность смотреть, все-таки сегодня там ситуация не склонилась на ту или иную чашу весов, то есть фактически Мадуро остается главой государства, его поддерживает Конституционный суд. Парламент объявил его узурпатором, и они поддерживают Хуана Гуайдо, по-моему, так его называют. Вообще некоторые эксперты считают, что вот этот Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента под давлением представителей зарубежных государств, думаю, имеется в виду те же Соединенные Штаты. Но там проблемы, конечно, очень серьезные. И самое страшное, что там может произойти, это возникновение длительного гражданского противостояния, вот, чего нельзя исключать. И судя по всему, к чему вот вообще все это движется. Мы же видим, как сегодня подтасовывают факты, вытаскивают вот эти многочисленные митинги, которые в 2014 году проходили в 2016, и преподносят их как съемки чуть ли не в режиме онлайн. Сегодняшние факты уже говорят о том, что погибло 20 с чем-то человек, несколько десятков, хотя факт гибели людей тоже не подтвержден. По некоторым данным погибло 6 человек, некоторые говорят, что никто не погиб. Об этом нам судить трудно. Мы сегодня находимся в информационном поле, которое нами не контролируется, и мы не можем судить о том, что там происходит. Но на сегодняшний день, насколько я знаю, Мексика, Эквадор, Боливия, Никарагуа не признали новое так называемое самопровозглашенное руководство, но такие государства, как Колумбия, по-моему, Перу, Чили, Соединенные Штаты уже делают ставку на этого Гуайдо и полностью его поддерживают. Там еще есть, говорят, и угроза военного вмешательства Соединенных Штатов, но, на мой взгляд, кажется, это вряд ли произойдет, потому что это только сплотит венесуэльский народ против внешнего агрессора. Спасибо. Немножко поговорим о наших внутренних делах. Через полгода буквально грядет очень важное событие в жизни нашей страны, президентские выборы. Как вы считаете, насколько сейчас оформляются политические силы в нашей стране, насколько они готовы к этому процессу? Ну, что касается выборов, вот здесь даже если посмотреть на ситуацию, да, с этим митингом перед администрацией Гальского района, возможно, фрагментарно здесь как бы и этот момент присутствует, да, накануне фактически президентских выборов начинаются политические игры. Это свойственно вообще избирательному процессу, свойственно политике. К этому надо относиться спокойно. Самое главное, чтобы мы не теряли контроля над собой и не сходили с ума от того, что выигрывает или проигрывает тот или иной кандидат. Что же касается оформления политических сил, которые
активно будут участвовать в выборах. Ну, я думаю, они уже в какой-то мере оформлены, но не исключаю того, что возникнут альянсы. Вы же понимаете, у нас как-то в Абхазии мы поэтапно, медленно, но начинаем понимать, осознавать, что вот политика, публичная политика, она немного, я не люблю этот термин, но не то, что сродни шоу там или еще, но это процесс, который это в том числе и зрелище. И политики, люди, которые очень прагматично относятся к ситуации. И мы же видим, вот если оглянуться по сторонам, да, какие иногда возникают альянсы. И сегодня возникают в Абхазии в том числе новые альянсы. Как они будут оформлены, как это будет выглядеть. Вот на мой взгляд, по мне, я особо за это не переживаю. Я за то, чтобы выборы прошли в мирной, спокойной обстановке, чтобы население контролировало себя, чтобы мы пошли на выборы, проголосовали и приняли тот результат. То есть, кто бы не победил, нам надо жить, работать и дальше. Поэтому думаю, что торопиться не стоит. Подождем еще пару месяцев, и официальный старт предвыборной кампании покажет, какие у нас возникли альянсы и какие политические силы готовы участвовать в процессе. В чем вы думаете, будет разница между политическими устремлениями разных сил? Будет ли она вообще? Вы знаете, вот в условиях Абхазии, вот, по большому счету, ну, это мое мнение, да, исходя из того, что мы находимся в международной изоляции, говоря правду, да, нас признала, к огромному счастью, богатая, большая, сильная Россия. И ряд государств, да, тоже Никарагуа, Венесуэла, Сирия, это региональные государства, имеющие свой авторитет. Кстати, вот события 2018 года, на мой взгляд, немного незаслуженно, недооцененное это признание Республики Абхазия Сирийской Арабской Республикой. Но вот, ну а что вот наши политические силы, какие у них противоречия, да, на мой взгляд, по большому счету, да, здесь больше личного, чем государственного. Общий вектор направления развития Абхазии мы поменять не можем и не должны. Мы определились, у нас есть союзник, партнер, с которым мы готовы сотрудничать, который нам помогает. И в этом плане все понятно, да. В международной политике тоже, сегодняшняя международная политика, мы говорим о санкциях против Абхазии, международной изоляции, мы же видим, что сама Россия находится во многом в изоляции, то есть если она развивается сегодня благодаря руководству, благодаря своим возможностям, она могла бы иметь в 2, в 3, в 5 раз больше, если бы этого внешнего давления не было. Поэтому то, что касается нас, внутриполитическую, экономическую именно ситуацию в Абхазии, я не верю в то, что ее можно изменить в разы к лучшему. Поступательно, да, мы будем по чуть-чуть развиваться, двигаться вперед. Противоречия, возможно, есть в плане того, как, что нужно делать, то есть внутри, в самой республике, какие нужно выбирать направления движения, в том числе экономического, как переформатировать, как пересмотреть бюджет и так далее, и так далее. Но еще раз говорю, я не думаю, что это даст большие плоды. То есть, если какая-то из политических сил скажет, что вот у меня есть панацея выхода из экономического кризиса, то им не стоит доверять? Нет, я не могу так сказать, что им не стоит доверять. Я думаю, что они будут искренне об этом говорить и верить, что это вы говорите, получится. Что в силу объективных причин этого не может быть. Если такие заявления, и от своего имени скажу, что я немного критически к ним отношусь, потому что все-таки, еще раз говорю, Абхазия зависима сегодня в своем экономическом развитии от Российской Федерации. Это и не в негативном смысле говорю, но мы сегодня не признаны миром, даже окружающими странами, да, там, соседями по Черному морю. В случае, если бы такое произошло, у нас была бы альтернатива. Альтернатива – это источник развития в том числе, когда тебе предлагают бизнес-проекты и когда ты имеешь право выбора.
А когда у тебя только одна дверь, и та не всегда открыта, мы же знаем, какие у нас бывают проблемы, когда мы нашу продукцию пытаемся вывести. Да? И такое бывает, и другое бывает. То есть здесь говорить о том, что у нас вот большой выбор, и нам вот это поменять и то, и другое, и что-то сильно изменится, я думаю, не стоит. Еще раз говорю, я с уважением отношусь к представителям всех политических партий и движений, и думаю, что все они работают над вопросами, да, развития нашей экономики и имеют свои планы. Ну, в любом случае мы о них услышим. Наше дело сделать выбор спокойно, без суеты, подойти к урне, забросить бюллетень и со спокойной совестью вернуться домой. В Абхазии много раз говорили о необходимости поправок в закон о выборах, изменению закона о выборах. Тем не менее, грядут очередные выборы, а дело стоит на месте. Вот как вы считаете, вот с этой проблемой, как должно все произойти? Ну, они в большей степени связаны с выборами депутатов. Неоднократно поднимался вопрос многими общественно-политическими движениями, партиями, да и вообще инициативными группами об увеличении возраста, с чем я согласен. Да, я думаю, мы немного отстаем. Правда, у нас есть время, еще 3 года. Нам стоит над этим поработать. Когда я говорю нам, я имею в виду Народное собрание, парламент Республики Абхазия. Ну, там много инициатив, надо их рассматривать. Сейчас инициативы есть по декларациям. Но знаете, не во всех развитых странах это есть. Не так это вот все мы переймем. Я за абсолютную прозрачность, я не против, но механически переймем, и у нас все станет, мы все сразу станем честны, и у нас все будет хорошо, и народ разбогатеет. В это не верю, и потом давайте как-то процессы вести параллельно, а не однобоко. Да? Давайте поговорим еще и о том, что бизнес должен быть ответственным перед государством. Государство должно помогать бизнесменам, бизнесмены должны платить налоги. А в некоторых странах за неуплату налогов есть уголовное наказание. Может, стоит об этом подумать. То есть, все-таки коррупция – это не простое там вымогательство денег. Это организованная система. Если она у нас еще и тотальная, то это вообще катастрофа. Вот с этими вещами можно соглашаться, можно нет, но работать в этом плане, в законодательном и с теми же декларациями. Вы думаете, не тотальная? Я думаю, не тотальная. Я в свое время работал в Министерстве соцобеспечения и могу сказать о 99% сотрудников, с кем я работал, что они очень ответственные люди. Мы работали в то время, когда зарплату не выплачивали по 9 месяцев. И что было тотального, а что можно было получить, или кто что-то брал. Мы просто иногда не понимаем, что за нашими словами стоят живые люди. Я не отрицаю того, что у нас, поймите меня правильно, что у нас очень еще много не сделано, не доработано. Но вот вы заметьте, что мы в пылу полемики в последнее время вообще ситуацию привели к тому, что в Абхазии не осталось порядочных людей. У нас все негодяи, все коррупционеры, все взяточники. Да, оглянитесь по сторонам. Мне иногда хочется сказать, остановитесь на минуту, посмотрите, что вы творите. Одна часть населения проклинает другую. Потом мы переживаем, что у нас люди гибнут, несчастные случаи, наркотики. Мы живем в сплошном негативе. Ну, на мой взгляд, все-таки лучше каждому с себя начать. Ты посмотри на себя, приведи в порядок дела в своей семье, приведи в порядок свой дом, свой двор, свою улицу. Это банальные фразы, не раз сказанные, но вот я почему еще раз говорю, я не отрицаю того, что у нас огромное количество проблем, и что присутствуют и негативные моменты, связанные с коррупцией. Глупо было бы это отрицать. Но то, что мы об этом говорим, смешав все, вся и всех, и часто говоря неправду, я это принять не могу. Я сталкиваюсь с ситуацией, когда порядочных людей, воевавших, называют дезертирами. Дезертиров называют героями. У нас смешалось все, а жизнь в виртуальном мире, в мире вседозволенности и отсутствие, вы знаете, на мой взгляд, порядочный человек, зная что-то нехорошее о своем соседе, не побежит кричать об этом на весь мир. Это точно.
По крайней мере, он все эти вопросы сперва обсудит с тем же соседом. Я уже не говорю о том, что сегодня многие наши граждане живут по принципу геббельсовскому. Чем чудовищнее ложь, тем легче в него поверят. Это тоже есть. Поэтому я призываю нас всех к ответственности. Давайте будем думать о том, что мы все не безгрешны. И начинать исправлять ситуацию с себя. Я не снимаю ответственности ни с кого, ни с руководства страны. Есть выборы, там мы определимся. Но давайте чуть-чуть терпимее будем друг к другу. Я поняла вашу точку зрения. Спасибо вам за интервью. Спасибо, что пришли к нам в студию. Нашли такую возможность ответить на наши вопросы. Всего доброго. Спасибо. О событиях субботы. Тренинг по уличному искусству «Стрит-арт» прошел в Сухуми. В рамках тренинга художники и урбанисты знакомили свою аудиторию с основными видами и направлениями стрит-арта. По завершению тренинга творческие группы создадут макеты рисунков, лучшие из которых появятся на улицах городов. Саид Джарсалия продолжит тему. Это уже 8-й тренинг, который проходит в рамках проекта «Крик улиц». Проект состоит из нескольких этапов. Один из них – лекция по стрит-арту, в котором художник Маяна Цвижба и специалист в области урбанистики Яна Бжания рассказывают участникам об основных направлениях и техниках в этом виде искусства, знакомят с известными стрит-арт-художниками и рассказывают о том, как и где наносить рисунки, чтобы они не превратились в вандализм. У нас в Абхазии о стрит-арте не так много знают, и он у нас не так распространен. То есть то, что есть у нас, это обычно негативная реакция, что вот парень или девушка с баллончиком хотят нанести ущерб, вред тому или иному зданию. Когда мы им рассказываем о том, что этот вид искусства не про то, чтобы навредить какому-то объекту, да, достопримечательности, а о том, что это можно подать, продумать. Это может быть социальная проблема, это может быть просто красивая композиция. Когда мы уже рассказываем и раскладываем, что нет, мы можем сделать это вот таким образом или другим образом, то есть есть очень много путей, то для них это становится интересным, и они уже по-другому смотрят на свое городское пространство, они начинают по-другому к нему относиться. Участники проекта, а это 9 творческих групп из каждого города, в течение 2-3 недель должны создать макеты стрит-арт изображений. 11 из них отберет экспертная комиссия, в составе которой будут профессиональные художники. Последний этап – это нанесение изображения. Своими изображениями мы хотим вложить в них социальный подтекст, рассказать о том, что важно нам. Мы хотим, чтобы нас увидели и услышали. Иногда наши слова не воспринимаются, поэтому мы решили, что формат изображений будет актуален именно у нас. Мы выбираем площадки вместе с нашими партнерами. Мы отправили официальные письма всем администрациям. Многие с одобрением приняли и решили поддержать нас даже в том, что они сами выделяют нам пространство, где мы можем работать. Они консультируются с нами и активно участвуют в отборе макетов. Поэтому это очень интересный проект, он нам очень нравится, и в дальнейшем, я думаю, у него будет хорошее продолжение. Стрит-арт в переводе с английского означает «уличное искусство». Это направление в современном изобразительном искусстве. Его отличительная особенность – ярко выраженный урбанистический характер. Под этим направлением подразумеваются настенные рисунки, изображения в общественных местах и на различных объектах, уличные инсталляции и многое другое. Руководители проекта «Крик улиц» отметили, что стрит-арт может изменить облик городов, придать им ярких красок, что в свою очередь привлечет немало туристов. Проект «Крик улиц» проводит общественная организация «Амч» при поддержке ПРООН. Саид Джарсалия, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение. 26 января наша коллега, легендарная ведущая ГТРК Эма Адлиба, отмечает юбилей. Эме Адлиба было всего 18, когда она пришла работать на Абхазское радио в 1977 году. Юная девушка и не подозревала, что совсем скоро станет свидетельницей исторического события – создания и открытия Абхазского государственного телевидения. Она стала не только участницей этого события, но и лицом национального канала. На протяжении 25 лет Эма Адлиба была главным диктором Абхазского
абхазского телевидения и ведущей разных программ. Затем Эмма Кемаловна стала работать в родной редакции абхазских новостей, помогать молодым журналистам и ведущим в их нелегкой работе телевизионщика. Опыт и знания она с легкостью передает новому поколению. В данное время Эмма Адлиба – шеф-редактор абхазской редакции новостей, и сегодня ей всего лишь 60. Мы искренне поздравляем свою коллегу с днем рождения. Желаем ей доброго здравия, семейного благополучия и новых достижений. На этом наша программа подошла к концу. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире.